В отреставрированной усадьбе Баратынских открылась новая экспозиция. В конце 19-го столетия Баратынка, так назвали усадьбу, была культурным центром Казани. На встречу в обновленном Белом зале пришли и потомки поэта. Дмитрий Пивоваров о новой жизни усадьбы. Усадьба Баратынских, как и дом-музей Льва Толстого на Ипеево, одни из самых знаменитых строительных долгожителей Казани, вызывающих немалый общественный резонанс в городе. В декабре прошлого года президент республики Рустам Минниханов осматривал объекты исторического наследия, ремонт которых был весьма затяжным. И если с восстановлением деревянной усадьбы Баратынских, памятника архитектуры XVIII века, теперь все стало понятно и благородно, то усадьба Гарталовых, связанных с именем Толстого, приведена в надлежащий вид, но изменена концептуально. Там, как известно, сужено музейное пространство. Пусть он создан и открыт не так, как мы хотели, не так, как мы строили его, но тем не менее он открыт сейчас для посетителей. Если наши строители, вот здесь они находятся, доведут его наконец до такого состояния, что можно туда будет безболезненно запускать детей, посетителей. Мы уже вот сейчас соглашение с 39-й школой заключаем, и это будет замечательный музейно-образовательный центр Льва Николаевича Толстого. В 6 экспозиционных залах усадьбы можно увидеть знакомые экспонаты, перемещенные из деревянного флигеля. В залах весьма просторно и свободно, разложено по исторической хронологии и персонифицированы. Вместе с той коллекцией базовой, которая у нас была, появились новые экспонаты. В первую очередь, к сожалению, вот от Баратынских почти не осталось мебели. Вот они, предметы, вещи Евгения Баратынского берегли, передавали из рук в руки, лелеяли, а свои собственные вещи у них уходили, уже на это их не хватало вот во всех этих перипетиях. Поэтому мы многое восстанавливаем уже как бы по документальным источникам. Среди гостей потомки поэта из Москвы и Соединенных Штатов. Внучка автора «Белого пути» Анна Маклейн, живущая на острове Бейнбридж, недалеко от Сиэтла, увидела портрет своей бабушки Ольги Ильиной в Казани. Кто-то уже сказал о портретном сходстве бабушки и внучки. Обе статные, высокие, унаследовавшие и по другой линии скандинавские черты. Анна Маклейн приехала, чтобы освежить в памяти не только рассказы бабушки о Казани, но и проехаться по местам, где жили предки. Это село Каймары Высокогорского района и Аркатово в Пестричинском районе. Там находились загородные усадьбы Баратынских Ильиных. Анна Маклейн, которая пишет женские романы, теперь готова взяться за новый материал о казанских впечатлениях и судьбе своей бабушки. Расширение музейного пространства города – это и дань памяти потомкам и исправление ошибок за многие утраты, которые привели к исчезновению ряда исторических домов. Теперь только остается, что петь и танцевать, не случайно происхождение новых фешенебельных залов. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир». Всемирно